Всем привет, друзья! Здравствуйте, друзья, товарищи! На улице я, вроде бы тепло, так, ну, ветерок есть. Мужики работают, вон, Маша, покажи. Видите, сколько еще дров я привез? Очень много дров. Наверное, перебор чуть-чуть. Но дядя Миша говорит, все нормально. Зима на следующий год, говорит, тоже будет суровая и, говорит, дрова эти... Чего? Говорит, сам тоже 2 привезу. Но у меня получается 3 пачки в этом году. Ну да, ничего, как говорится, запас 5-ю точку не дерет. Есть такая пословица. Вот. Вышел поснимать, там немножко поснимаю, как мужики работают, потом там Умка что-то воет, к Умке съезжу. Может еще что-то и смогу еще заснять. Вот так. Маша меня сейчас снимает. Маша, привет. Всем привет. Вот так. Сколько работы еще мужикам, смотрю, да, ой-ой-ой, очень много. А вот эти, сейчас покажу, ну-ка, Маша, покажи вот эти. Вот эти жерди отложили, ну, вот эти мелкотоварник такой. Это на заборы. У нас заборы там прохудившие еще, там участки, которые... И это будем потихоньку, где там участок сгнил, будем менять. Вот так. Ну что, продолжая снимать, мужики работают. Вот так. Дядя Миша, ничего нового не скажешь там? Он неразговорчивый. Работают. Когда болтать? Говорит, срок у него 2 дня, чтобы закончить. Потом, наверное, самому дрова привезут, да? Он говорит, что может даже сегодня самому привезут. Ну, мужики продолжают работать. Я вот немножко поснимаю, там вкратце, буквально 2 минуты поснимаю поближе, чтобы, ну, посмотрели, как что ли это все дело происходит. Может, кто-то, конечно, деревенские это все в курсе и знают, ну, а городские вот посмотрят, может, кому-то будет интересно. Вот дядя Миша за пилой, ну, пилит дядя Миша, собственно говоря, пилой, а Алексей складывает. Может, кто-то спросит, почему мы складываем. Ну, потому что, когда кидаешь, это очень площадь большая, а потом, если когда, например, снег пойдет, это все очень неаккуратно получается, и колоть потом неудобно. А вот складываем, когда пилим, и складываем, когда колем. Еще четко и ровно получается. Я постараюсь это все... Сейчас, конечно, звук пилы вам мешает, но я постараюсь при монтаже этот звук по максимуму убрать, чтобы вам не мешало. Вот. Привез, как уже говорил, еще 2 пачки, то есть где-то еще 20 кубов. Было уже 10 и еще 20 кубов. Ну, достаточно такое количество уже. Еще такая особенность зимней заготовки. Преимущество, как хотел бы сказать, преимущество зимней заготовки дров, зимней заготовки там вообще древесины. Видите, вот никаких утов не надо. На снегу, бревна разложили на снегу и осторожненько, дядя Миша пилит. Снег он уже глубокий достаточно, и шина и цепь не достают до земли, то есть не касаются, и тем самым они не портятся. Вот. И когда даже всегда, например, ну, в северных местах стараются, например, дом рубить тоже, когда еще снег, рано весной, когда уже дерево не мерзлое, а снег еще есть. Снег еще есть. И кора, она еще не высохла, кора легко снимается, все ошкуривается. И в том числе и я дом рубил, тоже где-то в мае, вот тогда у нас же еще там в мае, в начале мая, там в конце апреля снег полным ходом лежит. Вот так.
Вот, вкратце вы видите, что наши мужики делают. Подъехал, друзья, я к Умке. Она на тросе. Там прогуливается. Сегодня некогда. Ватрушку купили. Как-нибудь засниму. Маша пошла за водой. Наверное, колодец замерз. Что-то она там... Что, Маша, колодец замерз, да? Колодец замерз, да? Да, немножко там колодец замерз, она сейчас пробьет эту корочку багром. Мужики работают, а я вот таю, катаюсь, блин. Сумка-юмка. Бегает туда-сюда тоже. Да, Умочка? Перестала ты ругаться уже или ругаешься все еще? Не ругайся на нас. Сейчас вот Катюша приедет с города, да. Покатаешься вдоволь. Ватрушку потягаешь? Да. Да. Я сейчас ей только что буквально, ну она пузо потесала, она успокоилась, а то кричала до невозможности. Она ругается обычно. Вау, 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 вау. Умка. Да. Поболтаем, нет с тобой. Умка, поболтаем. Вау, 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 вау. Вау, вау, вау. Ну, все. На дорогу, как уже говорил, боюсь отпускать, там лесовозы ездят, там трактора, машины. Вот когда мы как бы, ну, росли, это в юности моей, собаки ходили на воле постоянно. Такого движения в селе не было. В селе такого движения не было, чтобы, ну, машин столько, там, две машины поедут за целый день, это уже такое, ну, как бы событие целое. И поэтому собаки, о собаках мы почти не думали. Они зимой выпускали их, они сами себе жили, заходили там домой, сами выходили, ну, просились домой, а выходить сами выходили даже, дверь сами открывали. А сейчас другие времена пошли, очень интенсивное движение, и не рискуем, конечно, это же жизнь. На фоне съемок постоянное жужжание пилы, конечно, не очень может быть, но по-другому не так, нельзя, мужики работают. Вот. Умка вон, она бегает по тросу взад-вперед. Много раз уже говорил, что, ну, говорят, что цепь короткая. Это цепь вот 2,5 метра, что ли. Она на тросе, трос длиной 80 метров. То есть она гуляет сколько хочет. Ну, не сколько хочет, но, вернее, есть простор, где там ей куда и что прогуляться. Ой, умка. Как ее выпускаешь, она набегается, потом успокаивается. Там даже спит днем. Да, видите, куда она побежала? И воет. Да другая собачка там, Айда у нас. И видите, наверное, кат попадает, как Умка бегает. Она может вон до того амбара спокойно и бегает туда, сюда. Но естественно, это хочется, чтобы без привязи, естественно, это. Я думаю, скоро наша Катюша приедет, и мы порезвимся вдоволь. Или Анастасия. Вот. Такая Умка. Зюлита.
Золотце, золотце. Зюлита. Да. Ну, перестань, сейчас мама тебя будет идти, пузо твое почешет. Твое пузо почешет. Она любит, когда ей пузо чешут. Видишь, я сказал слово мама, она уже ждет. Ой. Ты так умеешь. Иди к маме, иди. Иди к маме. Где мама? Ну-ка, где мама? Там мама? Иди. Ну, тут там мама. Ну, во. Ну, что такое, а? Что такое? Во. Какие там у тебя недовольства? Сегодня яблоки кушала. Вкусные были яблоки, нет? Вкусные? Умка, яблоки вкусные были? А, скажи, яблоки вкусные были? Умка. Вов. А, да. Вон мама идет. Мама, почеши Умке пузо. Почеши Умке пузо, она любит, да. Яшкин почесал же, но я так не могу нормально, чтобы сильненько так. Она прям ложится, когда пузо чешет, а ты спину чешешь. Игрульки. Наши игрульки, да? Да, Умка играется. Как пружинка, да? Осторожно, тебя, чтобы это самое не поранило. Она вольер, что ли, хочет? Умка. Зюлита, скажи, прибежит. Зюлита, скажи, Зюлита. Схвати за передние лапы, за оба лапы, схвати сразу. Она думает, что вольер уже. А сухарики надо, кулач, Джуля кулач. Джуля кулач, давай, Янмаша. Она любит эти маленькие такие сушки. Очень обожает. Вот такие маленькие сушки. Ой, кто-то звонит. Держи. Ну-ка, сейчас я тебе последнюю партию брошу. Кушай. Она любит вот эти сухарики. Вот. Не просто выходил, Умку немножко угостил. Ой. Вкусно? Любишь? Сейчас я тебе один вон сухарик остался за бортом, как говорится. Сейчас я тебе палочкой дам. Если смогу, конечно. Потом уже все. Ой. Держи.
Все, поймала? Ну еще. Все, больше. И еще дам. Еще будешь, Умка? Еще будешь? Если будешь, то дам. А думаю, ты не откажешься. Сейчас дам еще один раз. У меня там еще есть, в принципе. Вон. Держи. Держи. Хоп. О. Сухарики она любит. Что я. Ну вот и все. Я потом поеду, Умка. Ча, скучаешь? Не скучай. На горке тебе хорошо. Ну, сейчас покажу, на какой горке она сидит. Вот. Что? Умеешь ругаться? Она умеет еще ругаться у нас. Очень сильно причем. Вот она так на горочке стоит. Красивая. Сейчас скоро Катюша приедет. Сугробы, как видите, у нас еще на спад не пошли. Сугробы высокие. Так. Что, красавица? Сколько раз мимо тебя не еду, все время останавливаюсь и любуюсь. Да? Подожди, сейчас нам нужен нас, чтоб ты резвилась. Так, я съезжу к мужикам. Вот они, работа уже. Сколько? 3 ряда уже свежепиленных дров. И, наверное, скоро будут заходить на обед, и я, наверное, тоже вместе с ними уже заеду. Вот. Пила орет. Звук очень плохой, так сказать. Ну что, время обеда, мужики зашли. Немножко вон, смотрите, переборщил, наверное, с дровами. Но ничего, она не колбаса, как говорится, не испортится. Вот. Сколько, 3 ряда распилили. Откладывает вон тут на жерди на забор. И все, дела идут. Сейчас буду заезжать. Домой уже еще немножко остыл. Они на обеде, я тоже сейчас домой заеду. Вот. Сейчас. У меня где-то пандус был. И вперед буду сейчас я буксовать по этому пандусу. Так. Все, поехали. О, осторожно. Главное тут не спешить, а плавно, чтобы пробуксовку не делать. Вот. Ну и все, заехали.